Дежурная разъезда Болотный Юлия Гурняк, находясь на улице, постоянно оглядывается. В окрестностях живет стая волков, свежие следы которых регулярно появляются на перроне. Чтобы не останавливать работу, пришлось приспосабливаться к опасному соседству. Они же не лезут в дверь, допустим, или в окно. Ну, что-то там пошарился, ничего не нашел. И у нас здесь мы не разбрасываем ни мусор, ничего вокруг станции. Поезда здесь проходят нечасто, всего 1 или 2 раза в сутки. Но несмотря на такое одиночество, трудиться на новых станциях линии Томот-Нижний Бестях престижнее, чем на более оживленных южных участках Аяма. Смена живет в комфортных помещениях, а все системы управления семафорами и стрелками полностью автоматизированы. Здесь мы через компьютер все, через управление вот, центральное переводим. Светофоры открываем, стрелки переводим, маршруты готовим. Магистраль сдана только во временную эксплуатацию, а дальнейшие строительные работы приостановлены. Несмотря на это, за ней постоянно следят. Бригады убирают снег, исправляют осадку путей. В итоге повышается безопасность перевозок и увеличивается скорость. Уже разрешено разгонять составы до 50 км в час. Если сейчас часов за 15-16 можем до Бестяха добраться, то раньше около 20 часов, 23 добирается. Труднее всего удается обживать конечную станцию Нижний Бестях. Именно во время ее строительства начались проблемы с финансированием. Из 27 объектов завершены только 4. В них и разместили все службы, отвечающие за жизнедеятельность крупнейшего транспортного узла на северо-востоке России. Железные дороги взяли на себя, как говорится, такой объект и инфраструктуру содержат путем того, что привозят сюда строительные грузы. Это идет, как говорится, по тарифу. И за счет вот этих вот перевозок как раз и содержится эта вот недостроенная вся инфраструктура железной дороги. Содержать 10 разъездов и станций на участке протяженностью 430 километров перевозчику приходится на грани рентабельности. Не допустить убытков удается с помощью тарифа. Он гораздо выше, чем в сети российских железных дорог. Но даже в таких условиях перевозки по Аяму выгодны клиентам, что обещает ей полную загрузку после сдачи в постоянную эксплуатацию. Очень важная и очень главная задача, которая стоит перед строителями и косвенно перед нами, чтобы мы к концу года запустили в постоянную эксплуатацию всю линию станцию Нижний Бестях, установили код станции, определились с тарифами и включили эту станцию Нижний Бестях в общую сеть российских железных дорог, чтобы с любой станции российских железных дорог можно отправить было груз на станцию Нижний Бестях и там выдать уже всем грузополучателям. Железная дорога Томот-Кердем-Нижний Бестях возводится с 2005 года на основании сразу 2 постановлений правительства. Финансирование велось из 3 источников – бюджетов Якутии и России, а также компании РЖД. Последние 2 миллиарда рублей не дошли до строителей. Начались взаимные неплатежи, судебные иски и, как следствие, банкротство предприятий. Мы все деньги отдавали Росжилдору. На Росжилдоре была ответственность, какого подрядчика выбирать, этого или этого. Значит, в конце концов, стройка длится с 2005 года. Это уже больше 10 лет. И Росжилдор каждый год должен был контролировать, как идет строительство, значит, как выполняется объем работ, какое качество и так далее. Он несет ответственность. У него это был порядок. Куда же, если он такой плохой, этот подрядчик, почему он за ним не следил и так далее? В федеральном бюджете этого года предусмотрено финансирование продолжения строительства. Решается вопрос с определением нового застройщика, в то время как со старым отношения еще не прекращены. Генеральный подрядчик настроен конструктивно, он готов обсуждать различные варианты расторжения контракта, готов, в общем-то, в силу того, что, изменились обстоятельства, уступить свое место на подряде на этом, но в конструктивном русле. Без каких-то баснословных сумм штрафа, потому что это не вина генподрядчика. Специалисты считают, что даже при идеальных условиях начало строительных работ отодвинется еще на год. Ровно столько понадобится на проведение очередной государственной экспертизы. Тем временем невостребованные участки магистрали становятся жертвами мародеров. Это полуразрушенное здание, все, что осталось от станции Рассолода. Она была разграблена за несколько месяцев. Не оставили практически ничего металлического. Сняли даже вывеску с названием. Так могли выглядеть сегодня все станции и разъезды, если бы железная дорога в сторону Якутска не работала. Особенно дорого содержать двухэтажный вокзал Нижний Бестях, рассчитанный на 400 человек. Несмотря на то, что он 3-й год пустует, здесь все как в день торжественного открытия. Технически мы его поддерживаем, то есть всегда постоянно плюсовая температура в здании вокзала. Наши работники поддерживают чистоту и порядок, как мы видим.
То есть там пыли, грязи у нас никогда здесь не бывает. Машинист тепловоза Владимир Рассказов приехал в Якутию из Алтая. Небольшой ремонт, как, например, замену колодок, приходится делать на улице. Депо недостроено. Вопреки трудностям, уезжать обратно не собирается. Верит в перспективы Нижнего Бестяха. Будут свои локомотивы, будет свое локомотивное депо вместе с бригадами, со своей развитой инфраструктурой. Здесь все будет. Вы уверены в этом? Верите? Конечно, конечно, конечно. Тут очень большие перспективы. Сейчас на станции самая напряженная пора. Объемы перевозок растут перед закрытием переправы. Потом наступит затишье до открытия навигации. Недостроенный Нижний Бестях планирует побить свой прошлогодний рекорд – переработать свыше 400 тысяч тонн народно-хозяйственных грузов. Железная дорога доказала, что пришла всерьез и надолго, хоть и работает из-за ограничений на грани рентабельности. Очевидно, что так будет до тех пор, пока между собой не договорятся трое – заказчик, подрядчик и будущий собственник, дав тем самым стимул к развитию и избавив магистраль от, кажется, уже вечных титулов – частично действующая и частично строящаяся. Дмитрий Макаров, Владимир Ермаков. Вести. Якутия.